Великая степь, тысячелетия событий, сотни кочевых племен и народов. Они жили, творили, совершали открытия, завоевывали огромные пространства и оставили нам немало загадок. Смотрите проект Enigma of the Great Steppe. В главном храме славы русского оружия, Георгиевском зале Кремля, золотыми буквами начертаны имена героев разных войн. Среди них одна единственная казахская фамилия. Да еще какая! Губайдулла Султан Чингисхан. Кем был этот офицер? Откуда родом? Когда жил? Чтобы ответить на эти вопросы, перенесемся туда, где для прославленного Чингизида все только начиналось. Почти 200 лет назад этот лес посадили по указу отца нашего героя, молодого правителя внутренней Орды Джангира. Вместе с сосновым бором росла и ширилась ханская ставка. Сегодня это поселок Урда в западно-казахстанской области. Весной 1840 года в Букеевской Орде все гадали, кто же родится у третьей и самой любимой жены Джангирхана Фатимы. 6 мая ханша родила мальчика. Это был 4-й сын высокопоставленной четы. Его будущее представлялось прекрасным и таким предсказуемым. Отец Губайдуллы позаботился, чтобы у его многочисленных детей были воспитатели и гувернантки. В ханской ставке все знали, что как только придет время получать знания, маленького Губайдуллу повезут в большой город, отдадут в кадетский корпус, он будет приезжать домой к родителям на каникулы. Какая череда событий разрушила эти планы? Что вскоре ожидало Букеевскую Орду? И почему в народе полагали, что степные принцы кому-то очень сильно мешают? Отец их был человек образованный, и род жизни его был столичный. Достаточно взглянуть на его комнаты, убранные со вкусом. Стулья, кресла, диваны и зеркала выписаны им из Петербурга. Картины, портреты семейные и его самого развешаны по стенам, что по закону магометанскому запрещается. По столам расставлены украшения, между ними помещены глобусы земной и небесный. 1840 год, когда родился Губайдулла, был одним из самых важных для его родителей. Император Николай I официально утвердил наследника ханского престола во внутренней Орде. Им стал старший брат Губайдуллы Сахиб-Гирей. Крепко и уверенно правил Ордой Джангирхан. Сказывались гены. Прадедом Джангира был Абулхаир-хан, первый правитель младшего Джуза. А если углубиться еще дальше в историю, то Джангир-хан и его сыновья являлись прямыми потомками самого Чингисхана. Что такое честь рода, Губайдулла усвоил с ранних лет. Мальчик знал, что его деда и отца за верную службу белый царь наградил клинками. Они хранились в оружейной комнате, которую Джангирхан организовал во дворце. Почти загадочным путем через много лет некоторые экспонаты из ханской коллекции всплывут далеко от Букеевской Орды и даже помогут пролить свет на частную жизнь повзрослевшего Губайдуллы. Но об этом чуть позже. Вменяю себе в обязанность донести вашему высокопревосходительству, что хан внутренней Киргизской Орды, генерал-майор Джангер Букеев, после кратковременной болезни 11 числа августа месяца в 6,5 часов пополудни помер. 11 августа 1845 года Джангирхан умирает в своей летней ставке где-то 6 часов 30 минут полудни. И здесь был момент, ждали приезда его сына, который был наследным принцем, так скажем, Сахиб-Гирей из Санкт-Петербурга. Внезапная смерть Джангирхана, конечно, очень сильно повлияла на обстановку, но
все-таки здесь нашли силы, которые сохранили спокойствие в Орде, и было обещано, что власть будет по достижении совершеннолетия передана его сыну Сахбирею. Но дальнейшее развитие показало, что это не так. Смерть отца Губайдулы, хана Жангира, до сих пор представляется загадочной. Официально это объяснялось внезапной болезнью. В книге исследователей Геннадия Куспана-Мукатаева и Марины Ирхиной приводятся архивные документы. В частности, секретное письмо некоего Даниила Татаринова. Он писал кому-то о домыслах ордынцев по поводу скоропостижной смерти хана. Одни винили русских врачей, мол, те отравили правителя. Другие подозревали ханшу Фатиму, дескать, та ревновала к младшей, 4-й по счету жене. В результате это все дошло до оренбургского губернатора, дошло до министра государственных имуществ и так далее. Но оренбургский губернатор твердо стоял на той позиции, что ханша Фатима была человеком, преданным семье. В Орде было неспокойно. В Ставку являлись с угрозами наиболее агрессивно настроенные простые казахи. Этим были обеспокоены все власти. Велось расследование. От Татаринова запросили объяснение. Осенью 1845 года безмятежное детство Губайдулы закончилось. Вслед за отцом не стало и матери. Перед кончиной Фатима успела вызвать из Петербурга наследника. Она надеялась, что Сахиб-Гирей вступит в ханские права. Но он был слишком юн, и ему пришлось вернуться в пажеский корпус. Одна из потомков династии Шолпанай-Аманжолова многие годы исследует историю семьи. Когда-то ее заинтересовала подозрительная череда смертей чингизидов. Это все произошло о том, что Жангира не было. И получается, один за одним все дети скончались. От Фатимы имеется в виду, да, это Сахиб-Гирей скончался, Ибрагим скончался, все, в общем-то. Потом Аджузум, Исмаил скончался, он учился в Неплюевском корпусе. Просто всегда писалось в архивных документах при невыясненных обстоятельствах. Вот такое впечатление, что умирали не своей смертью. Злой ли рок преследовал чингизидов? Человеческий умысел или все-таки болезни? Возможно, мы этого никогда не узнаем. Но известно, что степной царевич Сахиб-Гирей рано умер. И сразу после этого, несмотря на многочисленных наследников, во внутренней Орде была упразднена ханская власть. Далекий от казахских степей город на Неве. Теперь он приютил осиротевшего маленького чингизида. В 1849 году Губайдулла Жангиров был зачислен в императорский партийный корпус в Санкт-Петербурге. Это было высшее привилегированное учебное заведение для процветия высшей знати Российской империи. Туда принимали детей самого императора, так и его близких родственников, князей и так далее. Мальчик-казах, приехавший из Букетской Орды в Петербург, не знавший ни слова по-русски, освоил русский язык, закончил на отлично. В 1856 году Губайдулла Жангиров, или Букейханов, был выпущен корнетом в лейб-гвардии казачий полк. Его ждала отличная карьера в регулярной армии. По тем временам это было большой редкостью для выходца из казахской степи. Со временем Александр II заметил блестящего офицера, назначил своим флигель-адъютантом. К какому важному делу имел отношение чингизид? Свидетелем и участником каких событий он стал? И как возникло его прозвище «Мамай»? При царе Александре II началась военная реформа. В том числе, по примеру, скажем, французской, австрийской армии было решено создать войска связи, телеграфная линия. И первым начальником телеграфного департамента МВД России был назначен полковник Губайдулла Жангиров. Вот он стоял фактически у истоков создания войск связи в русской армии.
разных источниках казах-офицер упоминается под разными фамилиями – Жангиров, Букейханов и самое необычное – Чингисхан. Но об этом чуть позже. А пока расскажем о важном периоде жизни героя. В 1877 году разгорелась война между Российской и Османской империями. Полковник Чингисхан убыл из Петербурга на театр военных действий в Болгарию. Под его руководством на фронте прокладывается телеграфный кабель через Дунай, создается сеть телефонной связи на полях военных действий. Особенным для полковника Чингисхана стал один августовский день. После сводок о неудачах под Плевной царь получил известие о взятии Гривицкого редута. И эту радостную новость принес ему Чингизид. За свои заслуги боевой офицер-казах был награжден всеми орденами русской армии и многими зарубежными орденами. Губайдулла был представителем России при заключении мира с Турцией. За участие в этой войне, во-первых, он был награжден золотой саблей за храбрость. И, во-вторых, его имя Губайдуллы Жангирова высечено в Кремле, значит, в одном из залов Кремлевского дворца, как участник русско-турецкой войны. Министр внутренних дел ходатайствует о производстве с увольнением от службы армейской кавалерии генерал-лейтенанта Султана Чингисхана в генералы от кавалерии. Генерал-лейтенант Султан Чингисхан – сын владетельного хана Букеевской Киргизской Орды, вероисповедания магометанского. На действительной службе он состоит с прибавлением времени за походы и сражения 37 лет, 1 месяц и 13 дней. Сохранился послевоенный снимок Губайдуллы. Известно, что в близком кругу его иногда называли «наш Мамай». Кто дал ему прозвище по имени монгольского военачальника? Говорят, что это был сам император. Но есть еще одно предположение, и оно связано с его фотопортретом. Дело в том, что на этой фотографии его борода. И его сослуживцы, с кем служили вместе в армии, так, они в шутку называли его Мамай, вот за это его бороды. Но тогда была такая традиция, что все офицеры русской армии, и в том числе генералы, должны были носить бороду. Борода – это признак военного человека, офицера, как генерала. И посмотрим, почти все российские генералы, все с бородой. И царь с бородой, и все с бородой. Это считался признак так, мужества, особенно военного человека. Есть еще одно загадочное обстоятельство. Как мы видим, султан Губайдулла Букейханов был обласкан двором, но, как ни странно, не был принят на родной земле. Как выяснилось еще в начале его службы, дорога на родину ему была заказана. Когда уже из пажского корпуса, например, приезжал Губайдулла, народ праздновал, радовался, что приехал их наследный принц. Ханзада Гельтова. И кто-то написал жалобу, что надо отдалить, потому что народ уже хочет возврата ханского достоинства. И было или указ, или как там написано, издан указ, чтобы для предотвращения просьбы со стороны ханского семейства вывести всех детей и родственников Джангирхана в любой уголок Российской империи, подарить любой дворец, дать любую работу, если не желает работать, и в гражданской, и в военной сфере, да, если не желает работать, государственный пансион, то есть содержание. И в основном дети родственники уехали в Крым. Кому мешали степные царевичи? На чем основывались слухи о запрете на их возвращение в Орду? Исследователи Мукатаев и Ирхина в своей книге приходят к выводу, что следы ведут к местной элите, султанам и старшинам. Ближайший, как говорится, друг был Жангира, это караул Хаджа Бабаджанов. На его дочери был женат Жангир. Он написал такой донос на Губайдуллу, обвинив его в том, что он распространяет слухи о восстановлении ханской власти, что он критикует местное начальство, что он, пользуясь поддержкой и покровительством оренбургского губернатора, позволяет себе вольности и занимается подстрекательством казахов к переходу, то есть к бегству из Орды
Вот даже такие были обвинения в его адрес. И после этого письма Бабаджанова управляющий внутренней Ордой Герн пишет письма и оренбургскому губернатору, и в Министерство внутренних дел с жалобой на Губайдуллу. Вот прям с первой строки начинает и последней заканчивает одним и тем же. «Уберите отсюда ханских детей, чтобы их тут не было. Они нам мешают делать преобразование в Орде». Да, его отлучили от фамильного гнезда. Но отнять то, что принадлежало по праву крови, у Губайдуллы не могли. Как он прибавил к своей фамилии имя великого предка? Какому важному для казахов процессу он содействовал? Как в Ялте всплыли ханские тамги? И причем здесь Ласточкино гнездо? Еще до войны султан Губайдулла Джангиров поставил цель. Его фамилия должна отражать принадлежность семьи к прямым потомкам великого Чингисхана. И он обращается с просьбой к императору, чтобы ханское звание восстановили в его семье за старшим братом Ахмед-Гиреем, а себе он просит только фамилию Чингисхан по принадлежности к роду Чингисхана. Чингис сначала он назывался. Очень благосклонно отнеслись к его просьбе. Все это было сделано довольно-таки быстро. Это не единственный раз, когда Чингизид отстаивал свою позицию перед императорами. В российских архивах исследователи обнаружили письмо Губайдуллы Чингисхана Александру III. Вышедший в отставку, генерал участвовал в работе комиссии по составлению положения об управлении Туркестанским краем. В частности, он писал: «Мне кажется, что затрагивать духовную сторону в степных наших окраинах не политично. Эти наши бисмарки не понимают, что нельзя трогать их веру, обычаи, образ жизни». Губайдулла Чингисхан участвовал и в разработке положения о выборах в Первую Государственную Думу России, в которой со временем оказались и первые казахи-депутаты. Он всегда был, во-первых, очень близок к Александру II, потом к Александру III и Николаю, уже последнему царю. Везде он был консультантом их личным по азиатским вопросам. К нему всегда обращались за помощью, вот в том числе с выборами связано, да, вот момент, когда, значит, с его слов делался запрос губернатору, что избираются казахи, и благодаря, вот, собственно говоря, участию, это в литературе тоже отмечается, в научной, участию Губайдуллы Джангирова, казахи впервые получили возможность быть избранными вот в Государственную Думу. В начале 1908 года Губайдулла, страдавший болезнью легких, по совету врачей уезжает в Крым. Там осел его брат, отставной полковник Ахмед-Гирей. Это любительское видео снято в Ялте участниками экспедиции «Наследники Великой Степи». Уральские этнографы приехали в Крым, чтобы осмотреть один из местных особняков. Несколько лет назад его фотографию и сведения о том, что здесь жили потомки хана Джангира, разыскали и опубликовали в своей книге Мукатаев и Ирхина. Я из Ялтинского историко-литературного музея, а молодые люди из Казахстана. В этом доме когда-то жил князь Чингис. Они пишут историю этого дома и этого рода. Вы не могли бы нас впустить во двор, просто сфотографировать? Вот эти родовые тамги стоят. Там, видите? Буква Т, да, это потомки Чингизида специально. То есть у казахов, если бы даже казах не знал, что это дом Чингиза, он бы по этим тамгам определил, что здесь казахи. То есть это есть... вот определить процесс, да? Да, вот это и есть идентификация того, что этот дом принадлежит роду Туре. Смотрите, вот эта фотография с парадного входа, вот они сидят, чай пьют. Вот это хозяин дома. Скорее всего, в этом доме вообще при входе
через парадные двери наверху висел герб чингизов, но он не сохранился. Но сохранилось вот эти тамги, скорее всего, в период Советского Союза. Скорее, они подумали, что это какой-нибудь декор, украшение. Дом принадлежал Ахмед Кирею, брату Гвайдулы, и там же он проживал и Гвайдула. В нескольких десятках километров от Ялты, на отвесной Аврориной скале мыса Айтодор, в конце XIX века была построена дача. Сегодня это место известно как Ласточкино гнездо, эмблема южного берега Крыма. Замок много раз менял владельцев, его перестраивали. Самую первую постройку связывали с отставным генералом, героем русско-турецкой войны. Уж не о Губайдуле Чингисхане шла речь. Дело в том, что я верю, соответственно, что документально там никогда не принадлежало Ласточкино гнездо Губайдуле Жангирову. По-видимому, это была, не по-видимому, абсолютно точно не частная собственность, но в аренду он мог снимать. По-моему, это очень часто так и было. Помните историю об оружейной комнате Жангирхана? Загадочным образом следы ее всплыли в Бахчисарае, бывшей столице Крымского ханства. Еще одна интересная деталь, которую мы обнаружили в ходе этой экспедиции. В Бахчисарайском музее, в оружейной выставке оружия, есть два предмета, которые непосредственно связаны с Гвайдулой. Это два клинка, которые получили его дед хан Букей и его отец хан Джангир при коронации в ханской роще города Уральска. Отставной генерал от кавалерии Чингисхан скончался в феврале 1909 года в Ялте. Мусульманское кладбище, где он был похоронен, не сохранилось. Наследников после себя султан не оставил. Долгое время считалось, что ни одной красавице не удалось завоевать сердце героя. Однако несколько лет назад исследователи обнаружили в Петербургском архиве дело 1909 года о перемене фамилии Вилинская на фамилию Чингисхан. Оказывается, в последние годы жизни офицер сделался заядлым театралом. Он влюбился в актрису, потомственную дворянку Феодосию Вилинскую. О ней известно, что она была исполнительницей главной партии в опере Римского-Корсакова «Снегурочка». После кончины героя его вдове разрешили изменить свою фамилию на фамилию Чингисхан. Прошение Вилинской и позволило проследить причудливую судьбу уникальных экспонатов из Букеевской Орды. В 1919 году Феодосия Вилинская-Чингисхан продала этнографическому музею Петербурга некоторые предметы из оружейной комнаты хана Жангира. Вокруг имени Губайдулы Чингисхана было очень много легенд. И, как правило, вот как какая-то легенда вокруг него витает, мы старались от нее избавиться, найти подлинные документы, найти то, что подтверждало бы истину. И вот как раз с фамилией Чингисхан бытовало такое представление, что вот он захотел сам себя назвать так, Чингисхан. Вот расписался один раз, и все. И все привыкли к этому и стали его звать Чингисхан. Вот когда увидишь эти документы, когда поймешь, через какие перипетии он прошел, сколько ему пришлось пережить и как пришлось добиваться, но это вызывает огромное уважение к этому человеку. Потому что в этой фамилии он видел не просто кровное родство, он видел связь с великим завоевателем, с человеком, который стал основоположником военных искусств, боевых искусств. Он себя чувствовал связанным кровным родством с своими предками, кто тоже воевали за свою землю и так далее. Он себя чувствовал одним из них. Тени прошлого всегда окружали этого человека. Громкое родовое имя могло подавить, но стало его опорой. Более того, тень великого предка не заслонила этого героя. Даже когда жизнь круто переменилась, он был предан родной земле, семье, вере, традиции предков и всегда гордился тем,
что он выходец из великой степи.